Здравствуйте, на «Эхе Москвы» в Уфе программа «История башкирских родов». У микрофона Руслан Валиев и вместе со мной в студии Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Здравствуйте, Салават. Здравствуйте. Мы продолжаем длительный цикл, посвященный становлению и возникновению Башкирской Республики. Уже 5-я у нас с вами программа, и хотелось бы напомнить нашим слушателям, что мы говорили о событиях, получается, конца 18 года, как, по сути дела, развивалась гражданская война на территории России, и на этом фоне происходили процессы, связанные с возникновением Башкирии. Как известно, в ноябре 1918 года Колчак совершил, можно сказать, государственный переворот, объявился верховным правителем России. В то же время было распущено так называемое Временное всероссийское правительство Уфимской директории, которое было образовано на государственных совещаниях, которые проходили в сентябре месяце в городе Уфе. И вот такая ситуация, что Колчак, объявивший себя диктатором, думал, что вот он сумеет сплотить весь лагерь демократической и недемократической контрреволюции против большевиков. Получилось, в общем-то, не так, как он задумал. Отношение башкирского правительства какое было? Колчак дал приказ о распуске всех областных правительств. Кто-то распустился, кто-то не распустился. Вот башкиры вроде как отказались выполнять приказ Колчака, не распустились. Но в то же время фронт не бросили. То есть вот такая была странная ситуация. Продолжает стоять вот в Колчаковском фронте, на Восточном фронте, упорно сражаясь против Красных армий. Но другие тоже силы российские не захотели признавать Колчака. Вот, допустим, значительная часть казачества. В общем, и Донское, и Кубанское, и так далее, значит, понятное дело. И сибирское казачество атаман Семенов тоже отказался признавать. Это к вопросу о том, что все-таки уже вот эти демократические идеи, они настолько уже вкоренились в сознание населения, что диктаторские полномочия, которые на себя взял Колчак, с другой стороны, его право такая реакционной позиции тоже многим претило, изменилось общественное сознание, и все-таки хотели, чтобы вот эта контрреволюция строилась на более демократических началах. В декабре 18 года 1-я, 4-я, 5-я армии красных, представляете, да, это какие силы? В каждой армии по несколько дивизий двигались на восток. Как раз вот на том участке фронта, который держали башкирское войско, башкирский корпус, наступала 1-я армия красных во главе с командиром Гаем Бжешкянцем. И он так и писал: для парирования этого удара части башкирского корпуса были переброшены в районе Мелеуз, Зерган, Стерлитамак. Здесь белые полки дрались против веренных мне дивизий с большим упорством до начала февраля. Несмотря на переворот Колчака, они фактически 3 или 4 месяца держали оборону. Особенно вот тяжелые бои происходили в районе Стерлитамака и Мелеуза. Вот здесь, значит, были так называемые башкирские силы Стерлитамакского фронта, куда входили 1-й, 2-й башкирские кавалерийские полки, а также добровольческие отряды Юрматы, Табын, Тамьян-Ката и Бурзян-Тангаур, около 2000 человек. Командовал всей этой кавалерией ротмистр Мухтар Карамышев, брат Амира Карамышева, который заступил на его должность. Тем не менее, силы были несоизмеримы, не только в численном выражении, потому что башкиры это компенсировали за счет своего боевого духа. Но самое главное у башкир, поскольку ведь они с Колчаком разорвали, так сказать, хотя держали фронт, Колчак полностью прекратил снабжение башкирских частей. Позиция абсолютно непонятная. Если, значит, фронт будет прорван, рухнет весь Восточный фронт. Но вот они не подчинились его приказу, не распустились. Вот я вам не дам боеприпасов и пропадайте как хотите. И тем не менее фронт держали, причем севернее от башкирских войск Уфу защищали дивизии генерала Капеля. Там наступала 5-я Красная армия под командованием Блюмберга. Вот защищали Уфу части Поволжской группы бывшей Народной армии в составе 2 стрелковых дивизий под командованием Капеля. Когда красные подошли к Чешмам, белые в спешке стали отступать, покидать Уфу, даже не помышляя об обороне. Тут не вина Капеля, а вина то, что уже вот эти части, белые части, были полностью морально разложены. Не хотели нисколько оказывать сопротивление. Антанта, значит, которая якобы союзник белых, прислали в Уфу колониальные части, состоявшие из негров Сенегала. Даже фотографии есть там. Они вообще не захотели выходить из своих этих теплушек, из вагонов, в общем, отказывались. Одним словом, 31 декабря пал Стерлитамак, одновременно со Стерлитамаком пала и Уфа. Белые отступали дальше еще восточнее, а башкирские части сосредоточились в районе Кананикольска, Тимясова. В это время уже Ахмед Заки Валиди, выдающийся политик, все это предвидел. Он начал такие прелиминарные переговоры с советской властью. Он послал за линию фронта Мулаяна Халикова. Как раз уже началось с того момента, когда обострились отношения с Колчаком, уже было ясно, что снабжения не будет. Колчак пошел на принцип. За линию фронта ушел Мулаян Халиков, который прибыл в Уфу, ушел еще в январе месяце нового 19 года, вступил в переговоры с местными уфимскими большевиками
И когда уже в Москве, в Кремле узнали об этом, Ленин со Сталиным отбивает вот следующую телеграмму. Предлагаем не отталкивать Халикова, согласиться на амнистию при условии создания единого фронта с башкирскими полками против Колчака. Со стороны советской власти гарантия национальной свободы полная. Ленин, Сталин. Все, и большевики, получив такую телеграмму, хотя, честно говоря, они не хотели ни в какие переговоры вступать. Я уже в прошлых программах говорил, поскольку даже не столько большевистский центр, сколько на местах большевики были абсолютными нигилистами в национальном вопросе. Младшие члены партии, особенно на местах, такие старые, проверенные большевики, которые прошли опыт подпольной работы, все вот эти знаменитые уральские эксы, они, в общем-то, спокойно игнорировали все указания Ленина и Сталина. Почему потом, собственно, Сталин и провел, да, зачистку большевистской партии. Большевики, уфимские, скрипя сердцем, все-таки сели за стол переговоров с Халиковым. Был составлен предварительные условия перехода. Когда все это было уже оговорено, Халиков вернулся. И вот когда башкирские части находились в горах Урала, оставив Стерлитамак, 16 февраля 1919 года вышло постановление башкирского правительства. Не дожидаясь окончания переговоров с местными руководителями и центральными органами советской власти, правительство в Башкирии с 10 часов 18 февраля считает себя окончательно перешедшим на сторону советской власти. Объявить территорию Малой Башкирии составной частью Российской Социалистической Федеративной Советской Республики под названием Башкирская Советская Республика. Обратить оружие против врагов революции, свободы и самоопределения национальности Колчака, Дутова и всех мировых империалистов. Быстренько, значит, они перекрасились, так скажем, уже заговорили абсолютно в риторике большевиков. Труда никакого не составило, поскольку она у всех там на устах была и, в общем-то, шло. Я уже говорил, вот, насколько они были нигилисты. Хорошо, они приняли, но руководители фронтов, руководители дивизий, руководители армии, они еще более нигилистами в национальном вопросе, поскольку вот эти башкирские части должны куда были переходить? Они же должны были переходить в расположение советских частей. Ну да, под их команду. Вот. А те, как они могли к ним относиться? Они еще вчера друг друга убивали, стреляли. У них вообще было абсолютно негативное отношение. И вот тут началось, значит, что башкирские части переходят, а их встречают как военнопленных. Начинается полное разоружение башкирских частей, избиение, издевательства и так далее. Часть башкирских частей была отконвоирована под Оренбург в тотские лагеря, что писал по этому случаю член Реввоенсовета Южной группы Восточного фронта Куйбышев. Увлеченные своими вождями, уверенные в благожелательном отношении советской власти к башкирам, солдаты корпуса нашими частями коварным образом разоружались и как пленные подвергались издевательствам, побоям, разувались и раздевались донага. При этом представителями нашего командования делались наглые заявления, что то, что терпят башкиры, это только начало того, что они в дальнейшем должны вынести. И такие заявления находили подтверждение в дальнейших действиях. За оскорблениями и издевательствами следовали массовые расстрелы солдат-башкир и их вождей, сторонников советской власти. Отношение к мирному населению полно ужаса. Грабежи, аресты, расстрелы, изнасилования женщин нашли широкое применение. Едва ли не каждая деревня облагалась контрибуцией, деньгами и натурой. За невнесение денег расстреливались революционные деятели Башкирии, поэты, художники. Здесь имелось в виду в первую очередь поэт Шейхзада Бабич. Он отстал от основной части башкирских войск и вот с типографией двигался по сельской дороге, был схвачен каким-то красным отрядом, привезен в Зилаир и там расстрелян. Вот что творилось. Видишь происходящее, некоторые части, башкирские части, обратно вернулись к белым. Вот среди них был 2-й батальон 1-го стрелкового полка, 3-й эскадрон 2-го кавалерийского полка, 3-й башкирский полк. Он вообще просто находился в расположении белых, он в переходе не участвовал. А 1-й кавалерийский башкирский полк под командованием корнета Муртазина, видя вот эту маханалию издевательств, повернул оружие против Смоленского полка, напал, перебил определенное количество красноармейцев и вышел на сторону белых. Как белые отреагировали на все эти события? Надо сказать, что вот переход башкирских частей на сторону красных для белого командования был полной неожиданностью. Доигрались как бы. Ну что стоило? Ну дайте снабжение, дайте, значит, все, они же сражаются, части, все. А когда они увидели, что фронт рухнул, и все, тут же повалились все части фронта и к югу, и к северу от вот этого прорыва. Дутову пришлось все оставлять, бежать, иначе ему грозило полное окружение. Что началось? Вот это самое смешное. Их пиар-служба Колчака не нашла ничего лучшего, чтобы выпустить глупое, так скажем, обращение. Башкиры, ваши башкирские правители вместе с предателем Валидовым перешли к красным большевикам за 2 миллиона рублей. Почему они это сделали? А сделали они потому, что верховный правитель адмирал Колчак и русское правительство спросили ваших правителей Валидова и его компании, почему башкирские солдаты не получали денег,
обмундирование и оружие, которое верховный правитель и русское правительство отпускали для башкирских солдат и офицеров. Тогда Валидов и его друзья, которые вместе с ними воровали солдатские деньги, решили перейти к красным большевикам, чтобы избежать суда за кражу денег, продажу обмундирования, белья и оружия. Но сам того не подозревая, Колчак, в общем-то, признал, что снабжения не было. Но другие офицеры и генералы, более, так скажем, прозорливые, что ли, например, генерал Ханжин, вот что писал, обращаясь к башкирам: «Я, командующий Западным фронтом, генерал-лейтенант Ханжин, по приказу Верховного правителя принял под свое ведение все башкирские войска. Верховный правитель приказал мне охранять вашу родину и ваши кантоны. Небольшая часть ваших земель успели занять красные, потому что среди вас не было солидарности, порядка, и у вас не было денег и прочих нужных предметов. Всем этим Верховный правитель с этого времени будет снабжать вас. Только ставит вам одно условие: бросьте вы заниматься политикой и все силы посвящайте охране вашей родины». То есть белое командование признало, что никакого снабжения не было, что вот держали башкирские части на голодном пайке, ну и как результат, вот, в общем-то, они получили. А существует ли разумное объяснение, почему так себя вели недальновидно изначально, а потом передумали? Я же сказал, Колчак пошел на принцип, дал приказ о распуске башкирского корпуса. Башкиры просто не подчинились. Сказали: да, воевать будем против красных, но вот здесь дудки. Мы не хотим ни раскидывать, распылять свой корпус, поскольку, как писал Валидов, вы будете башкирскими частями там затыкать все дыры, значит, на фронте, вся башкирская армия погибнет. Мы остаемся единым кулаком, сами, значит, вот держим веренный нам участок фронта, и все, и подчиняемся полностью. Давайте снабжение и так далее. Он даже не просил их признать, не признать. Давайте отобьемся от большевиков, а потом будем смотреть, признавать или не признавать. Вот такая ситуация. Потом, 20 апреля 1919 года, уже после подписания, забегая вперед, соглашения с советской властью, снизошел до обращения сам Колчак. Башкиры, незначительная часть башкир, презревшие вековое сотрудничество своих отцов и дедов с русским населением на ниве труда, на полях ратных, обнаруживают ныне стремление к национальной обособленности, забывая, что преуспеяние и развитие культурно-хозяйственной жизни башкирской народности возможно только в составе Великой России. Я постараюсь обеспечить вам много мирного самоуправления в вопросах местных, свободу мирного национального развития под синей государственностью. Не верьте тому, кто сулит вам несбыточные обещания государственной самостоятельности. Но ведь башкиры этого только и добивались. То есть, получается, Колчак не понимал. Из его сообщения следует, что он думал, Колчак на полном серьезе, что башкиры требуют государственной самостоятельности. Башкиры только говорили: дайте нам национальное самоуправление, то бишь автономию. А никакой государственной самостоятельности речи не было. А Колчак думал, что вот башкиры требуют там какого-то отделения там, и образования. Ничего подобного не было. Как писал американский историк Ричард Пайпс, известный советолог, был советником нескольких президентов США, сотрудничество между башкирами и белыми длилось недолго. Оно было разорвано из-за отсутствия тактичности со стороны белых и из-за тенденции к притеснению малых народов. Что дальше было? Переход целого корпуса правительства, он на самом деле имел огромное значение. Белые вдруг поняли, что, конечно, все это было запоздало, но у них какая-то переоценка началась. Что же такое? Почему же так происходит? Башкирское движение, которое могло бы стать и было верным союзником антибольшевистского лагеря, по Башкирии именно шел главный удар красных, они фактически закрывали. Уже позднее, в апреле 2020 года, другой лидер белого движения, барон Врангель, вот что писал на страницах крымской прессы. Давайте тоже прочитаем. Он, когда рассуждал о причинах неудач белого движения, называл следующие причины. Причины эти чрезвычайно разнообразны. Резюмируя их, можно сказать, что стратегия была принесена в жертву политике, а политика никуда не годилась. Вместо того, чтобы объединить все силы, поставившие целью борьбы с большевизмом, проводилась политика добровольческая, как-то частная политика, руководители которой видели во всем, что не носило на себе печать добровольцев, врагов России. Дрались и с большевиками, дрались и с украинцами, и с Грузией, и с Азербайджаном, и лишь немного не хватило, чтобы не начать драться с казаками. В итоге, провозгласив единую, великую и неделимую Россию, пришли к тому, что разъединили все антибольшевистские русские силы и разделили Россию на целый ряд враждующих между собой образований. Как писал Михаил Веллер, с высоты уже современного дня генералы соперничали между собой в славе и положении, кто более начальник, с кем будет больше заслуг. В результате 40-летние таланты Слащев, Врангель, Капель гнобились ревнивым начальством. Они воевали в определенных для них и ограниченных рамках, а стратегии ведали бездарности, вроде Деникина, который устраивал окружение своей мягкостью, или истерики, вроде Колчака, которые хотели категоричностью возместить недостаток организационных способностей. Они
не сумели договориться даже с казачеством, ярой и самой боеспособной силой гражданской войны. Им требовалось лишь признать независимость ряда областей казачьего войска, их государственность, и вместе воевать против большевиков. Не-не, единое и неделимое. И казаки вертали в сторону. То воевали бок о бок с белыми, то уходили домой, то расслаивались на белых и красных казаков. Сказанное Михаилом Верным справедливо и по отношению к башкирам. Переговоры предварительные состоялись, несмотря вот на все эксцессы перехода, когда башкирские части подвергались издевательству, разоружению, там террор царил неимоверный. Несколько красных армий, там 1 и 5 заняли Башкирию, и те красные части, которые до этого на протяжении нескольких месяцев сражались с башкирами, не готовы были принять их. Башкиры увидели террор, причем не только в отношении военных, но и в отношении мирного населения. Тем не менее, башкирская делегация 7 марта 1919 года, делегация башкирского правительства в составе Мухаммедхана Мстислава Кулаева, Мулаяна Халикова и Абдрашита Бекбауа прибыла в Москву. Примерно тогда же прибыл и сам Валидов. Он встречался с Троцким, Каменевым, Пятаковым. Особенно частыми были встречи со Сталиным, который, будучи наркомом по делам национальности, делал все возможное, чтобы создать у Валидова позитивное впечатление о лидерах-большевиках. Вот Валидов что пишет в своих воспоминаниях. В Москве нас устроили в гостинице «Метрополь». Сначала я встретился со Сталиным и Троцким. В газете «Правда» за 2 марта 1919 года Сталин опубликовал в связи с нашим переходом на сторону Советов статью «Наши задачи на Востоке». В Москве мы поняли, что наше положение достаточно прочно. Это довольно подробно объяснил нам и Сталин во время встречи в наркомате по делам национальности. Толковал о глубоком доверии ко мне, о том, что считает меня революционером, лишь по ошибке временно оказавшимся в стане белых. Старался уверить меня в том, что если бы я прибыл в 18 году, когда он приглашал меня, все было бы как нельзя лучше. Мы встречались чуть не каждый день. Он пытался выведать у меня сведения о видных деятелях Востока, о моей дружбе с ними. Я делал вид, что не понимаю, с какой целью он добивается этого. Московские улицы утопают в сугробах. Ездить на автомобиле было невозможно, поэтому Сталин пользовался мотоциклом. Однажды я ехал с ним в одном мотоцикле с коляской. С верхнего этажа многоэтажного дома бросили какую-то вещь, завернутую в бумагу. Сталин по этому поводу пошутил. Это ночью бы бросили, но учитывая, что скоро проедут один народный комиссар и один почтенный представитель Востока, оказали честь, бросили днем. Короче говоря, Сталин старался установить со мной доверительные отношения и использовать это в своих целях. Вот такие воспоминания. Что ж, переговорный процесс зашел уже в завершающую стадию. 16 марта вопрос о договоре с Башкирской Советской Республикой был обсужден Лениным на заседании ЦК РКПБ, а на следующий день Валидов и Кулаев на личном приеме у вождя мирового пролетариата. В те дни шел 8-й съезд партии. И 19 марта Ленин выступает на заседании съезда и вступает в публичную полемику с Бухариным, противником самоопределения малых народов. В качестве примера тактической целесообразности соглашения с буржуазными националистами Ленин привел свою встречу с премьер-министром Финляндии Пером Свинхувудом. Когда мне пришлось в Смольном давать грамоту Свинхувуду, представителю финляндской буржуазии, который сыграл роль палача, как это было нехорошо. Но это нужно было сделать, потому что тогда эта буржуазия обманывала народ, обманывала бы трудящиеся массы тем, что москали, шовинисты, великороссы хотят задушить финнов. А вчера разве не пришлось то же самое сделать по отношению к Башкирской республике? То есть он ставил как бы на одну доску признание финской независимости и башкирской автономии. Ну, как-то так вот интересно. И смысл партийной полемики вот этой Валидов понял следующее. Ленин и его соратники считают соглашение с нами временным явлением. В будущем нас, как узбекских мул и финских капиталистов, они отбросят в сторону, а власть передадут в руки членов коммунистической партии, которых выпистуют со временем. Но о том, что мы разгадали их намерения, не стали говорить ни друзьям, ни врагам. Наконец, 20 марта 1919 года, то есть на следующий день после вот ленинского выступления на съезде, увидело свет соглашение Центральной советской власти с башкирским правительством о советской автономии Башкирии. От советской власти под документом подписались Ленин, Сталин, Владимирский, Юнакидзе. С башкирской стороны Кулаев, Халиков, Бекбауов. В пункте 1 было записано, что автономная Башкирская Советская Республика образуется в пределах Малой Башкирии и составляет федеративную часть, входящую в состав РСФСР. Экономическая самостоятельность обеспечивалась 5-м пунктом. Железные дороги, заводы и рудники на территории Башкирии остаются в непосредственном ведении Центральной советской власти. Причем при распределении продуктов местной промышленности запросы и нужды Башкирской республики удовлетворяются в первую очередь.
Ну, то есть вроде как все заберем, но если что, у вас будут запросы, мы вернем получается так, значит, тогда ведь не было понятия межбюджетных отношений и так далее, и промышленность была в таком зачаточном состоянии, тем не менее, то есть из пункта договора следует, что в первую очередь запросы мы себе оставляем, вот, обеспечиваем то, что, а потом остатки как бы отдаем вам. Формально все это принадлежит центральной власти. Видите, да, историческое значение вот этих соглашений, это вот была первая республика, первая автономия в составе тогда еще воюющей Российской Федерации, то есть Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Мы понимаем, что фронт-то вот проходил за Уралом. Она еще не имела границ, понятно. Да, большая часть страны еще не принадлежала этой Советской Республике, а вот уже в составе Советской России возникла первая автономия, самопровозглашенная, в 17 году. В 18 году фактически признанные белыми, и в 19 году признанная уже вот большевиками. Мы не должны говорить о том, что Башкирская Республика образовалась в 1919 году, и что вот в будущем году, в 19 году мы будем праздновать столетие. Нет. По факту это столетие признания Башкирской АССР будущее, Да, конкретное. признание Башкирской АССР. А республика образовалась, как я уже говорил, в 17 году. Ну что ж, на этом сегодняшний выпуск программы «История башкирских родов» мы будем заканчивать. Я благодарю нашего постоянного эксперта, руководителя автономной некоммерческой организации ШЖР Салавата Хамидуллина. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо вам, Салават. Спасибо вам. До новых встреч. До новых встреч.